У нас есть таблица с продажами за разные даты. Если мы хотим посчитать общее количество продаж, мы воспользуемся функцией SUMMA. Однако, если задача заключается в том, чтобы посчитать количество продаж определенных наименований цветов, функция SUMMA будет бесполезна. Но на этот случай есть функция сумма если. Ее синтаксис вы видите на экране. Давайте с ее помощью посчитаем, сколько было продано роз. Пишу равно SUMMA если. Первый аргумент данной функции – это диапазон, внутри которого мы будем осуществлять поиск. Искать мы будем розы, и искать мы их будем вот в этом диапазоне. Точка с запятой. Далее нам необходимо указать условия для поиска. Мы хотим из таблицы выбрать только розы, поэтому я открываю кавычки и пишу слово розы. Кавычки нужны, так как розы – это текстовый аргумент. Точка с запятой. На данном этапе мы могли бы уже закончить написание функции. Как мы видим, третий аргумент не является обязательным, и это диапазон суммирования. Это тот диапазон, данные из которого будут просуммированы и выведены нам как итог. Опустить данный аргумент можно в том случае, если вы суммируете диапазон, указанный в качестве первого аргумента. В нашем случае это не так, суммировать в первом диапазоне нечего, поэтому мы укажем диапазон для суммирования отдельно. Теперь мы можем закрыть скобку, нажать на ввод и получить результат. 105 роз было продано за указанный период. Давайте попробуем проделать похожую задачу, но теперь найти количество продаж в привязке к определенной дате. Например, давайте будем искать количество цветов, которые были проданы после 5 июля. Пишу равно сумма если. Диапазон, в котором мы будем осуществлять поиск, это диапазон с датами, точка с запятой. Что именно мы хотим найти? Мы хотим найти дату, которая будет больше, чем 05.07.2018. Не забываем про кавычки. Точка с запятой и диапазон для суммирования. Обратите внимание, что дата 5 июля в нашу выборку не войдет. Мы указали строго больше. То есть начиная с 6.07. Если мы хотим, чтобы 5.07 также включалось в итоговый результат, нам нужно указать больше или равно. Доступные варианты вы также видите на экране. Нажимаем на ввод и получаем результат.